Все, вот молодец. Ай, блин, капец. Уже. Дорогие друзья, короче, смотрю в поведении у Кубы. Очень печальная Куба Картина. ходит. Блин, надо этот пуповину отрезать. Сейчас мой маленький. Тихо, что-то мамка как с этой не очень стойги, с Кубы. Тихо, иди сюда. На, иди сюда. Куба, Сколько их? там один мертвый лежит в будке. А где еще Куба, один? давай здесь ее ложи. Сейчас мы ее подготовим. Давай, Отпусти давай. ее. Куба, иди сюда, отпускай ее. Куба, иди сюда. Что ты отпустил? Да, блин, щенок, на, иди сюда. Куба. Капец, вот это нежданно, негаданно. Вон тот угол расчищайте, пацаны, все снизу. Все снизу убирай, Диман, беги, убирай. Ой, блин, что с щенком, как его? На. Блин, ей пофиг на щенка вообще, слышишь? Она хоть раз вообще рожала? По-моему, нет, но ей пофиг вообще. Куда полезла? Куба! Куба! Она сейчас там будет рожать. Убирай ее, Рамзан, убирай. Куба! Блин, туда надо постелить сейчас все. Дорогие друзья, Куба еще тужится, мы ее не пропускаем. Щенка ждем, пока Рамзан сейчас ножницы обработает. Принесет, принесет ножнички обработанные, обрезать пуповину. Диман вообще заметил, как она на снег родила вот этого щенка. А я потом в будку залез и увидел еще одного там мертвого. Все, сейчас тепленький, сейчас мы его... Там, да, еще был один. Все, молодец. Все, ее надо, чтобы она здесь легла, огородить сейчас чем-то. Других вариантов нет. Да этот щенок даже не пищит, я не знаю. Ты почувствовал вовремя. Надо его Говоришь, растормошить. сейчас будет рожать, и она прям Да, называет. я прям вижу, что она что-то не то с ней. Так, давай мы тебя мокренький, холодный. Ё-моё. Прям при нас родила стоя. Сейчас отнесет. Она должна их как-то... Ну, что-то ей вообще по барабану, смотрю. Где ты? Пищи, малыш. Не пищит нифига. Главное, что живой. Так. Ну, за мамку работаем. Все, Куба. Опять и у тебя преждевременные роды. Капец вообще. Нашел? Слышишь, он синеет. Ё-моё. Тихо. Я говорю, синеет щенок. Надо пуповину обрезать. Все, дорогие друзья, обрезали пуповину. Немножко попищал. Даем Кубе, она начинает об него обтираться. Ни в какую. Она ищет место себе, походу. Вот твое место, Куба. Че? Не знаю, где ты там щенка увидел, нету там никакого. Как нету щенка? Нету вообще. Ну я сейчас... Она закопала все на его. Я уже поковырялся там. Ну сейчас я голову проверю. выбей. Сейчас, я видел щенка. И воды? Воды надо. Но она не будет сейчас пить все равно. Она будет... Она, видите, даже плеву не съедает. Иди посмотри ты. Я за ним Так, стой. присмотрю. Смотри, чтобы она не раздавила его. Она пытается раздавить его. держу. Все, смотрите и грейте щенка. Грейте. Ну, пробуйте. Сейчас только аккуратно. Очень. Ну это хороший признак, то что. Дорогие друзья, вот подложили щенка. Насильно прям Кубу положили. И Ой-ой-ой, что-то он упал. Давай. Стой, да. Можешь пониже вставить? Пусть. Давай, Это у нас девочка родилась. Сейчас попробуем вот так беленькая. Кубу это подержать. Она дрожит, она не понимает, что происходит. Давай, Походу, никогда не рожала. Давай. Все, сиди. Куба. У нее там еще полно Что-то щенков, какой-то он походу. не сильно активный щенок, лапками не... Ну, Он начинает сосать. сейчас нормально все будет. Всё, лежать. Куба, лежать. Все, молодец. Может, воды все-таки? А подожди. Не надо воды вообще сейчас. Все, сосет вроде. Сейчас не упал бы. Он упал. Вот, пусть присосется немножко, она успокоится, она, видишь, дрожит. Весь, Она смотри, просто не всё понимает, испачкано она тоже. просто не понимает, что происходит, вот и все. Она не рожала, походу, ни разу да. за свои 6 лет. Не, ты выше давай, малыш. Инстинкта нету, видишь, такого. Может, от мести, типа, не хочет. Узнала, что родила и Вега, и Тайга. Поэтому думает, столько щенков. Давай, малыш. Во, давай. Прям придерживай его Все, тогда. я держу. Все, присосался. Он, видишь, лапками работает.
Все, молодец. Он должен хорошо час хотя бы покушать Молодец. прямо. Молодец. Вот это нежданчик. Короче, я вообще. чувствую, у нас бессонная ночь сегодня. Если, друзья, ничего сейчас не получится, и Куба будет все отвергать, всех щенков, отвезем их в клинику и будут их выкармливать, потому что мы сами просто тупо не справимся. Там при определенной температуре должно все это быть. Лежи, лежи. Ну и тупо вообще сейчас... в Слушай, она шоке. может еще хочет родить. Она родит, ничего страшного. Она, Лёжа? она может Может? лежа, да, конечно, они лежа и рожают в основном. Я офигел, когда она стоя начала рожать. Дима молодец, заметил вовремя. Она родила и ушла. Просто оставила его. Так же нельзя. В будку ушла. Ну, видимо, да, в первый раз рожает. Все, Куба давай я держи. попробую вот так подержать, как она к щенку будет. Видишь, дышит. Она пить так. хочет, походу, наверное. Как, Жарко чё за- ей ещё. Все, отрубай, Диман. Давай, давай, Кубочка, ты у нас же умница. Да, столько много щенков, это капец. Молодец, молодец, поливу- Куба. Плеву она съела? Умница. Нет. Может быть, Ну ее вот. убрать тогда вообще? Да надо салфетками, да. Сейчас уберем. Ну Щас. все, может быть, уже пробудился инстинкт. Ну, надо следить за ней. Слушай, ровно через 5 дней после Веги. Капец. И у Веги преждевременно, у нее Да, не... давай, тихо, Куда собралась? Лежать. тихо. Пускай, Куба. может, давай его подсунем. Надо за ней следить. Куба, Конечно. Куда ты собралась? Куба. Дорогие друзья, в общем, сейчас, если в течение получаса не родит, повезем в клинику. Она, видите, метки делает с кровью. Вон, смотри. Вон, тужится, она вот так и рожает. Она так и родила, в общем. Просто жесть какая-то. Я, если честно, в шоке сам. Поэтому и когда прежние хозяева я спрашивал, как она рожала, не рожала, они сказали, ну, ответа точного не дали. Говорили, да, рожала, ну, как бы это. И вот она, походу, своих щенков оставляла. У меня вот сейчас за пазухой я щенка держу здесь, вон, под футболкой. Уже позвонили в клинику, наших волчат спасали. В общем, сейчас туда их повезем всех. Ее, точнее, маленькую. Думали подкладывать тайге, но что-то опасное все это дело. Не хочется, чтобы она перекусила. А этой по барабану даме. Я даже не ожидал, если честно. 5 дней, пускай они там... Давай. Стоп, тихо, 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 тихо. Давай, стоп. Иман, стоп, 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 не открывай. Теперь открывай, вот бери, держи. Все, идите в клинику. Пойдем, пойдем. Нет, не родила. Так, закрыть. Тут сугробы какие. Друзья, вспоминаете это место? Вот мои помощники на сегодня. За пазухой Рамзан держит. В общем, дорогие друзья, сейчас рентген кабинет подготовят. Просмотрят, сколько у него щенков осталось. Если там пульс в норме, то будут ждать, пока родит. Если пульса низко или наоборот часто, то будут прибегать к кесареву. В общем, ждем, дорогие друзья. Все, Куба. Ты не знаешь, куда деться. Он ко мне лезет, посмотрите. Все, Куба. Терпи, терпи. Вон, посмотрите на нее, как она залезла. Вон. Все, Куба, тихо. Куба. Здравствуйте. Ага. Тихо. Куба. Что ты ко мне? Скажите, когда мы шли, когда родила, 2 часа ровно назад. 2 часа родила в прям пленке и это не стала его, отошла просто от него. Все, я уже пленку порвал и пуповину обрезал. Ну, отнесли в тепло, она на снегу это все родила. Потерпи, Куба. потом не подходила, не интересовалась. Не, вообще никак. Один раз вот в бытовку уже когда затащили, ну, пару раз облизала и все. Ну, к этому мы к сиське давали, она как бы кушала малая. Но как бы и все на этом. Потом она все равно встает, пытается метить, вот так вот делает. Она так и родила, кстати, в такой позе.
Я не могу сказать, я ее это забрал взрослой. Вон такие, кстати, выделения. Красиво. Да. Полностью передвязка и анализы сдавали, и ну, полностью проверено, здоровая вообще. Не знаю, что-то у нее нет просто к этому. Мне кажется, что не рожала, скорее всего. Раз так это она, поведение такое у нее. Блин, здорово. В общем, дорогие друзья, с щенками у нее все хорошо, все прекрасно. Они нам сказали сейчас доктора, что езжайте домой и пусть рожает. Ну, в общем, сейчас, память закончилась. Попросил, чтобы ее здесь все-таки под присмотром оставить. Не знаю, сказали, сейчас пойдут решать все. Надеюсь, что оставят. Вот видите, как тужится. Дорогие друзья, ну все, мы можем быть немножко спокойней, потому что Куба наша находится у специалистов. Вечер был, конечно, напряженный у всех, я бы так сказал, у всей семьи, в общем, у всего парка. И животные это чувствовали, кипишевали, и люди. В общем, ждем звонков от ветеринаров. Как только родит, они мне сообщат. Как если только тоже не сможет разродиться, я подписал на экстренно, чтобы они делали, чтобы мне не звонили, не предупреждали, делать, не делать. Все, экстренно есть что-то, чтобы спасти, сразу пусть делают. Вот, поэтому... Еще раз, очень много начали писать людей. Спасибо всем большое за поддержку. Все, друзья, спокойной ночи всем. Ну что, дорогие друзья, вернулись на базу. У нас минус 28. На автомобиле показывало минус 26. Очень холодно. На самом деле, сейчас вот решил всех проверить. Вон уже положили вечером. Аня накормила, он застыла уже. Сейчас проверю, греет ли, не греет, все скрипит. Все скрипит. Блин, надо, наверное, поближе еще поставить. Сейчас поставим поближе. Вот так вот. Пусть греет, потому что мороз сильный. Вот так вот. Все, чтобы грело. Так. Прикрыть Куба. Ты давай не выходи в мороз такой. Где ты там греешь щенков? Молодец. Так вот тут все, конечно, мокро. Пусть греются. Так, это, наверное, туда положим. Все. Так, вот так вот. Ужасно обжигает прямо. Воздух обжигает. Холод хороший. 30-ку давит. Вон Кубе ложили, так и не съела. Вот как раз на вот это место и упал щенок. Вон, видите, там все. Уже завтра приберусь. Иди к щенкам. Иди давай. Иди. Что такое? Давай, я тебе дам мясо. Это фарш. Вега теперь. Кури отрубить. На, иди ешь.
Фурия чувствует, что Кубы нет. Их-то видно всех. Давай, иди, Вега. Место. Иди, место. Все, спать. Куба, щенки. Да, холодрыга ужасная. Надо второй обогреватель поставить еще. То нужно еще второй обогреватель нам в дом поставить и пацанам дать. Спокойной ночи, дорогие друзья. Иди, иди, спи. Все, идите спать. Давай, давай, иди спать. Мороз, мороз сильный, крепкий. 8 утра уже родила. Там сколько щенков было? В 8 утра закончились роды. Ага. Начались они в 2 часа ночи. То есть мы начали стимулировать в 2 часа ночи, Угу. так как до этого момента все-таки собака самостоятельно не начала рожать. Угу. После чего в 2 часа ночи мы начали стимуляцию медикаментозную. В 3:30 у нас уже началось именно родовспоможение мануальное, то есть мы начали уже собаке помогать и извлекать плоды через родовые пути. Угу. В 5 утра у нас родился один щенок, в 6 утра у нас родился другой щенок, и в 8 утра родился последний щенок. Да, по рентгену у нас предварительно было 2 щенка, их было 3 все-таки. Угу. В итоге, помимо первого, который вышел, то есть в общей сложности 4 щенка. Угу. По щенкам дальше я передам просто трубочку врачу-неонатологу, и там уже будет подробный рассказ по их состоянию. Хорошо. По состоянию, если говорить самой Кубы, то после родов мы провели УЗИ матки повторно, чтобы проверить, нет ли у нас плодов. Плодов больше обнаружено не было. Также по рентгену повторному тоже не было обнаружено плодов. Угу. В целом роды сами по себе протекали достаточно тяжело из-за низкого тонуса самой матки у собаки. Даже несмотря на стимуляцию медикаментозную, тонус был очень низким. И щенок первый из тех, кто именно вышел в клинике, был весьма крупный и очень сложно проходил через родовые пути. Угу. Ну и в целом при извлечении, например, пришлось выбирать как-то щадящие методы проводить, либо же вытаскивать и спасать самого по себе щенка, поэтому из-за того, что пришлось прибегнуть к инструментальному извлечению, даже были небольшие повреждения на губе, нанесены самому щенку, но в целом несерьезные, никак на общее состояние они его не отражаются. Угу. В целом все, что могу рассказать по состоянию самой Кубы. Сейчас она чувствует себя неплохо, показатели у нее все в норме. Сейчас ей проводится инфузионная терапия, то есть под капельницей она сейчас находится, ей восполняет электролитный баланс, в целом водный баланс в организме. Щенки как они? Молоко пьют у нее или вы их отсадили от нее? Смотрите, сейчас к самой собаке еще присасывание мы не проводили, в связи с тем, что немного агрессивно реагирует на своих щенков она. Сейчас уже в дневную смену будет все равно проводиться присасывание, просто будут придерживать саму мать, саму Кубу, чтобы она никак не травмировала своих щенков. Пока на заменителях молока, на искусственных. В общем, со всеми щенками все хорошо, 4 штуки, да? Сейчас конкретную информацию по щенкам вам просто неонатолог передаст. Моя задача как терапевта передать вам состояние непосредственно Кубы, как взрослого животного. По дальнейшим действиям касательно Кубы, при стабилизации состояния, то есть если она будет также быть стабильной в течение этого дня, вечером можно будет ее уже забрать. Рекомендовано, в рекомендациях вам оставлю, желательно будет записаться на УЗИ, уже полноценное УЗИ матки, чтобы со всеми структурами и вас матку исследовали, и чтобы понять, как ее состояние сейчас выглядит на данный момент. Ну и профилактически, скажем так, чтобы понимать, какие у нас есть изменения в организме, чтобы их вовремя откорректировать, желательно будет уже позже, через пару дней сдать клинический и биохимический анализ крови. Как такие рутинные тесты, скажем так. Понял. Хорошо, вопросы ко мне какие-нибудь есть? Нет, вопросов нету. Хорошо, тогда сейчас, секундочку, передам неонатологу.
Да, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте, спасибо за ожидание. Смотрите, по щенятам. Значит, начну с плохих новостей. К сожалению, из 4 щенков один малыш погиб. Самый первый, которого вы привезли, который родился который родился первый. К сожалению, боюсь, что переохлаждение не прошло для него даром. На стационаре нам не удалось поднять температуру. На горелках и в брудере она не поднималась выше 34 градусов. Было однократное улучшение в 3 ночи. Удалось стабилизировать немножко состояние, поднять температуру. Он порозовел, но, к сожалению, в 4 все равно состояние ухудшилось, и в 4:30 биологическую смерть зарегистрировали. Далее, второй щенок, который вызывает опасения по состоянию, это самый большой мальчик, кобель. Он весит 520 грамм по размеру, он очень большой. К сожалению, он вызвал наибольшее затруднение в родовом процессе мамином. Буквально тянули его просто всеми силами. У него в связи с этим скажем так, было затруднение дыхания, то есть мы достаточно долго пытались его раздышать на кислородотерапии. Сейчас у него более-менее состояние стабильное, то есть он перестал дышать только брюхом, достаточно активненький, при этом дышит с закрытой пастью. Слизистые порозовели, но по сравнению с другими 2 щеночками, которые поменьше и которые легко достаточно вышли из родовых путей, по сравнению с ним, он, конечно, скажем так, менее розовый. Поэтому пока он тоже на кислородотерапии. У него есть хрипы в верхних дыхательных путях, скорее всего, это связано с тем, что он нахлебался околоплодных вод, пока мы тащили, мама его выталкивала, поэтому пока за ним наблюдение в плане дыхания все равно. 2 остальных, то есть родилась девочка маленькая, маленький мальчик и вот большой мальчик, это выжившие щеночки. 2 других щенков. Маленькая девочка, она в принципе, ей повезло больше всех, она достаточно быстро родилась, очень мало времени провела в родовых путях и, соответственно, по состоянию она самая стабильная. Хорошая температурка, хорошее дыхание, порозовела она достаточно быстро, то есть удалось быстро ее раздышать. Рефлексики тоже все сохранены, она достаточно активная, сейчас она пытается, скажем так, активнее всех присосаться к окружающим предметам. Вот у нее же единственной из всего упомянутого была уже дефекация, то есть первородный кал меконии у нее вышел в достаточно большом объеме. Вот, то есть она более-менее стабильна из всех. И третий щенок, маленький мальчик, последний, он, скажем так, его тоже достаточно долго тянули за, скажем так, более пристальное наблюдение, потому что он вызывает опасения в связи с именно дыханием. Ну и как бы с тем, что, скажем так, у него большой размер, щенки, которые отличаются либо самым маленьким, либо самым большим размером, обычно могут быть нестабильны по состоянию. Вот, поэтому мы сейчас за ним наблюдаем. Дальше, сегодня в течение дня дневная смена будет, мы сейчас терапевты прокапывают маму, во-первых, потому что она тоже натерпелась, конечно, в этих родах. Через где-то примерно полчаса, я думаю, часам к 11, к 11:30 попробуют первый раз их приложить, потому что, в принципе, они проявляют рефлекс достаточно хорошо все, то есть есть надежда, что удастся с первого раза присосать всех. Приложит к маме, но Куба, конечно, материнский инстинкт практически не проявляет, то есть она пытается их вылизывать, но вместе с тем достаточно неаккуратно хватает их зубами, то есть прям очень резко. Поэтому мы держим их отдельно в брудерах. Возможно, вам придется тоже прикладывать их только на поесть, если так продолжится. Вот она не проявляет агрессии, но и вот этого материнской аккуратности у нее тоже нет. То есть практически пытается их что-нибудь им откусить.
Да. Вот, в общем-то, и сегодня в течение дня, конечно, дневной неонатолог будет следить, посмотрит за состоянием малышей. То есть, в принципе, прогнозы у них у всех ближе к благоприятным. То есть, даже у большого мальчика, который дольше всех страдал от гипоксии. Мгм. Поэтому есть надежда, что мы вас в ближайшее время отпустим. Единственное, что попробуем разобраться именно с кормлением. Да, это было Есть у вообще... меня Мгм. есть подозрение, что дома вам тоже придется держать их отдельно. То есть к маме подкладывать, кормить, но боюсь, что для них будет травмоопасно с ней находиться. Ну да, но я Есть сразу уже опасения. увидел, потому что у нас остальные самки очень аккуратные. Ну, она ведет себя прототипично для, скажем так, суки, которая либо первый раз рожает, либо уже психологически уже не выдерживает роды. То есть, если тяжелые роды, иногда у них бывают такие попытки именно Мгм. что-то с щенкам Ну, может, поделать. сейчас прокапайте ее немножко, и лучше станет. Ну, И, мы да. надеемся, да, что она, в принципе, не проявляет к ним никакой агрессии, но и вот такого, чтобы прям без опаски оставить их с ней, к сожалению, мы пока не можем сказать, что Мгм. прям уверены в ней, как в маме. Поэтому, до вечера в любом случае мама восстанавливается и щенков прикладываем, так что от дневного неонатолога вечером вам поступит более подробная информация по кормлению. Вот, Мгм. и будем надеяться, что все-таки все будут хорошо стабильненькие и отдадим вас в ближайшее время домой. Ну, отлично. Все, понял за информацию. Спасибо вам. Буду ждать вечера информации тоже обо всем. Все хорошо. Всё, Тогда, спасибо. если вопросов нет, да, тогда до Все, свидания. спасибо, до свидания.